15 лет назад жизнь Сулеймана Майго разделилась на до и после. Мужчина лишился обоих глаз и правой кисти. Трагедия произошла во время Второй чеченской кампании. Будучи мальчишкой, он нашел во дворе мину, которая разорвалась прямо в руках. Однако это не сломило дух молодого человека. Парень научился ремонтировать компьютеры и сотовые телефоны. قيش تليفون تير سوق حات وتيجي تحدك سن حق خزيوش هذا ميلدوحش نسيش متجيو سكوش بوتش بدوش حول عدل عدقاش تا ويز جود عسى كمبيوتر هم عني سيريري أولش تا بيري أصلا كيريري أولش تا يوم نسلوش متك خل سن بيوز جاناش نسيش بيري أصلا كيش تا يومش. С недавних пор Сулейман занялся изучением Корана на слух. Год упорных занятий, молодой человек может прочитать наизусть 27 сур Священного Писания. Однако на этом Сулейман останавливаться не собирается. Парень мечтает стать хафизом. Сегодня Сулейман спешит на конкурс для незрячих на лучшее исполнение сур Священного Писания. Свои успехи ему нужно продемонстрировать в жюри. Таких, как Сулейман, в этом зале сегодня немало. Кто-то осваивал Коран по системе Брайля, а кто-то был вынужден учить суры на слух. А вот участник из Дагестана исполнил нашид. Мы зрячие, мы даже такой не можем достичь успехов. Не каждый день. Если зрячему человеку примерно легче, несколько дней надо потребоваться, чтобы выучить эту священную книгу, прочесть. А то этим незрячим, тотально слепым, которые не могут различать день и ночь, которые в глазах у них тьма, им 70 раз примерно методом сравнения трудно прочесть. Им надо каждую букву, каждую точку прощупать не только пальцами, но и всем сердцем. И только тогда можно достичь этих успехов. Конкурс проводится в рамках недели белой трости. Раньше знания Корана демонстрировали только дети. Организаторы обещают, что теперь конкурс чтецов станет традиционным. Розана Цамаева, Адам Чекуев и Занимхан Закаев. Новости.